Добрый вечер! Сегодня у нас в антракте человек, который привлекает людей во всем мире к музыке и культуре. Он выступает в огромных концертных залах и в обычных школах. В антракте одного из таких мероприятий в Казанской школе мы и встретились с Михаилом Казиником. Михаил Казиник – скрипач, просветитель, лектор, музыковед, писатель, актер, режиссер. Лекторскую деятельность начал в 15 лет. Лекции концерта Михаила Казиника уже несколько десятилетий собирают полные залы в России и Европе. Он старается вовлечь публику в процесс искусства, сделать из любителей музыки гениев восприятия. Здравствуйте, Михаил Семенович. Здравствуйте. Музыкант, искусствовед, культуролог, писатель, режиссер, актер, автор множества телерадиопрограмм – это все вы. Вот как столько ипостасей умещается в одном человеке? А знаете, я когда-то Познеру просто ответил. Познер говорит, как вас называть? Я говорю, культуролог, потому что в понятие культура входит и поэзия, и книги, которые я пишу, и концерты, которые я играю как скрипач или как пианист, и мои разговоры о живописи. Это все одно. Я как раз, наоборот, даже очень узкий специалист. То есть я занимаюсь культурой. Просто культура включает в себя целый ряд понятий. А культура вообще, как вы понимаете это понятие? Я не буду понимать лучше, чем это сделал когда-то Рерих, который перевел с санскрита это слово. Культ – это поклонение, а ур – это древнее санскритское значение света. То есть культура – это и есть поклонение свету. Все, что не поклоняется свету, поклоняется тьме. Все очень просто на самом деле. Все, что бескультурное, оно без света. А латинский перевод, последующий уже культуры, еще более конкретный. Он уже связан с христианством, потому что Христос сказал, что не хлебом единым, а вы знаете, что по-арамейски хлеб – это культура. И он сказал, не только этой культурой жив человек, а словом. Словом имеется в виду Слово Божие, это как дух, духовность, культура. То есть Христос сказал, что нужно есть хлеб для того, чтобы постигать культуру. И поэтому само слово «культура» после этого стало переводиться с латыни как «возделывание». То есть есть понятие возделывания сельскохозяйственное, есть возделывание души. Все остальное от лукавого, когда говорят культура тела, культура быта. Культура быта лучше у муравьев, культура тела лучше у гепардов. Ну тогда каким образом вы поклоняетесь культуре и призываете других это делать? Именно какой культуре нужно поклоняться? Той, которая бессмертна. Потому что если отец и сын, у них разные вкусы, скажем, отец слушает старенькую певицу, такая была популярная очень, Алла Пугачева, а сын слушает Леди Гагу, то у них проблема конфликта отцов и детей. Потому что это поп-культура, она существует только во времени. У папы своя эмоция, у сына своя. Но как только оба, и папа, и сын, начинают слушать Баха или Шостаковича, они выходят за пределы проблемы отцы и дети. У них нет проблемы времени, потому что Бах и Эйнштейн – родные братья. И чем больше столетий проходит после музыки Баха, тем больше человечество понимает Баха и понимает космос. Вот это пример, только образец того, что есть подлинная культура. Подлинная культура – это то, что, возникнув однажды на Земле, никогда не умирает, никогда не уходит. Остается созвучной опыту человечества всех времен, эпох и народов. Все, вот это и есть. Вы как раз помогаете людям понять, настроиться, да, на произведение этой высокой культуры. Да. Как вы поняли, что вы хотите этим заниматься? Вы же очень рано начали читать Очень лекции, рано, 15 лет. потому что мне показалось, что все дети, которые сидят в детских колониях и в тюрьмах, они сидят потому, что у них не было таких родителей, которые вовремя начали давать им скрипку в руки и читать стихи. И я решил сделать это вместо родителей, потому что дети сидят в колонии, я пришел со своей скрипкой, стал играть на фортепиано, на скрипке, рассказывать детям в колониях, в тюрьмах самые интересные истории и рассказывать тайны про Баха, и про всяких Аве Марии, и про все. И они не просто стали слушать, а надзиратели сказали, что Бог знает, что творится в колонии, что это уже не столько колония, сколько институт культуры. Вот, они теперь, значит, стали требовать какие-то пластинки, литературу, там у них вожди переключились вот на исследование там Баха и все прочее. То есть детей нужно срочно выпускать из колонии, потому что это целая группа настоящих творческих мыслящих людей. Вот. А один когда-то вот подошел ко мне вчера, даже на концерте рассказывал, и сказал, вот, мне мамка купила аккордеон и сказала, чтобы я учился играть, а я, дурак, не учился. И вот если бы я учился, вот я сейчас это понял, я бы сейчас не в тюрьме сидел, а на аккордеоне играл. Вот. Это тоже как бы оценка моего труда. Он вдруг понял, что мамка была права, а он был неправ. Ну и потом в моей жизни в детстве были ситуации, когда я при помощи музыки просто спас и защитил людей, которые шли в темноту, во мрак, в ужас, в бездну. И удалось это сделать. Поэтому я стал рано понимать, что искусство, культура, они нуждаются в проводнике. Вот видели фильм «Сталкер» Тарковского, да?
Вот, сталкер это или пикник на обочине. Это вот есть специальный человек, который проводит в эту зону. Без него люди погибнут. По сути, я занимаюсь сталкерством. Я сталкер. Есть зона, в которой, если человек пойдет без меня, может случиться. Один раз попал и понял, это не для него. И уйдет навсегда. И нет никакой силы, которая второй раз затащит его в этот концертный зал. Поэтому тот, кто придет ко мне, я нашел кое-какие способы для того, чтобы человек вдруг... Вот оно что! Ага! И начал испытывать наслаждение, потрясение. И теперь все, я за него спокоен. Это какие такие способы? Поделитесь немножечко с нами. Ну, поделиться все очень просто, на самом деле. Скажем, когда-то я подумал о том, что вот все говорят, если вы хотите музыкально воспитывать детей, значит, на уроках музыки начните с простейших песенок, потом где-то там чуть-чуть усложните, и потом уже где-то в 10 классе, когда они уже 9 лет учились пониманию музыки, давайте Баха. А я так вдруг раз, и у меня такая хулиганская мысль мелькнула, а как учили крестьян, которые ходили слушать музыку Баха в церковь Святого Фомы? Как учили бюргеров? Это что, крестьяне из деревень, которые на каретах в субботу ехали в церковь Святого Фомы, и там им играл Бах, их что, перед этим 9 лет муштровали всякими песенками, постепенно приводя к Баху, медленно и постепенно. И я понял, что же отличало этих крестьян? Очень просто. Один раз в неделю они переставали думать о своих хлебных проблемах. Один раз в неделю они обращали внимание вверх, на вечность. Они ехали в храм, который стоял высоко, и смотрели вверх, заходили там распятие, и думали о жизни и смерти, о вечности, о гармонии Вселенной, о строительстве человеческого духа. И в этот момент они как бы самонастраивались. И тогда, когда господин Бах начинал играть, то музыка попадала в настроенный инструмент, а человеческое тело – это инструмент. И я понял, что поскольку сейчас, в то время, когда я все это начинал, нет этих инструментов, нет этих настройщиков, то я попытаюсь вот этих крестьян так настроить, чтобы они попали вот в это эмоциональное поле Баха. Если это Моцарт, это другая настройка, эмоциональное поле Моцарта. Если это Шостакович, это третья настройка. Поэтому я стал искать, и что-то, кажется, нашел, способы, как соотнести человеческий приемник с гениальным творческим передатчиком. Вот там есть Моцарт, а здесь есть человек. И вот когда человека и Моцарта вывести на одну волну, наступает момент не просто понимания, а момент, влияющий на всю последующую жизнь. Даже на то, как человек целуется. А до каждого ли можно достучаться? Каждого ли можно настроить на музыку Баха и Моцарта? Вы вот говорили про колонии. Как вы это делаете? Нет, не каждого. Сразу скажу, не каждого. Вы, конечно же, слыхали о таком генетическом заболевании, которое называется дальтонизм. Есть сильные формы дальтонизма и более слабые. Слабые – это просто когда зеленый и голубой, они переходят друг друга, и некоторые оттенки превращаются в серый. Поэтому рассказать дальтонику о красоте картин Клода Моне – это себе дороже. Понимаете? Лучше 5 недальтоников ввести в курс живописи импрессионистов. Вы пытаетесь изо всех сил, потому что говорите, посмотрите, сколько оттенков зеленого, а он зеленый видит серым. Для него ни одного оттенка нет. Я полагаю, что есть и эстетический дальтонизм. В этом случае, возможно, я никогда до этого человека не доберусь, что бы я ни делал. Но в большинстве случаев должно быть так. Во всяком случае, не должно быть 0,03% людей, которые бегут моментально в филармонию, когда слышат о том, что там музыка Малера, или Моцарта, или Баха, или Бетховена, или Шостаковича, или Чайковского. Вот. Но их реально именно 0,3%, в то время как должно быть их хотя бы 10-15%, которые бегут в зал филармонии, и еще 60%, которые дома слушают музыку великую. Вот как о музыке, о культуре рассказать интересно? Как вы это делаете? Прежде всего, избавиться от так называемых бюрократизмов. Я все время, когда работаю с учителями, рассказываю им, что самая большая ошибка учителя, который пришел в класс рассказывать о Бетховене, вот урок Людвиг ван Бетховен, например, да, учитель приходит и говорит, великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен родился в 1770 году. Учитель начал со слова «великий». А зачем урок тогда? А дети не считают его великим, они считают Леди Гагу великой. А Бетховен не великий, они его не слышали, не слушают и слушать не собираются. Учитель пришел и с самого начала сказал «великий». Дальше еще и немецкий. Значит, немецкий. А нужно ли это детям в отношении к тому, о ком они не знают и знать не хотят? И еще и дата. 1770 год. Запоминай, запиши. Зачем?
Я его не люблю, я его не знаю, знать не хочу. Почему ты меня заставляешь? Вот так работает идея восприятия. А если учитель заходит в класс и говорит, вы знаете, что только что произошло сейчас, вот здесь, рядом с вами, у нас 2015 год от Рождества Христова, вот произошло то-то и то-то и то-то. Вы слышите, что случилось? А потом подходит к роялю и говорит, бабах, аккорд патетический. Ага, опять вздрогнули. Слушайте, наверное, этот человек, музыку, которую я начал играть, очень велик. Знаете почему? Потому что вы вздрогнули так же, как от события, которое произошло рядом с вами. Информация идет после вздрагивания, после потрясения, после глаз на лоб, после поднятых волос, после феноменального приобщения. Это теперь важно. Вот. Не говоря уже о том, что есть и другой вариант. Учитель заходит, опять будет сейчас играть патетическую сонату Бетховена, и говорит, что, вы знаете, есть страшная болезнь, называется депрессия. Вся великая классическая музыка – это выход из депрессии. И я вам покажу, начну играть сейчас в одну музыку, которую написал вот такой Бетховен давно-давно. Называется она патетическая соната. Будет страшно депрессивный аккорд. Начинаю. Пам! Парам-па-парам. Слышите, ужас. А второй еще страшней. Паям, тарам-па-барам. Вдруг тарам-тарам-па-барам, тарам-па-барам, пам-пам. И вдруг чудо. Свет. В чем смысл? Бетховену дана страшная депрессия и дана великая возможность выхода из депрессии. Поэтому он стал великим. Потому что выхода из депрессии вам не дадут никакие антидепрессанты. Если и дадут, то эффект временный, идет привыкание, а вот к Бетховену привыкнуть – это особое счастье, это без побочных эффектов. И вы выходите из депрессии в свет, в гармонию вместе с ним. Вы заговорили о школе. Это как раз и есть ваша методика ассоциативного комплексно-волнового урока. Комплексно-волновой урок – это панорамное видение. Это видение не предмета вот такого зашоренного одного, да? А это видение целой концепции. Это то, что очень необходимо современным детям, людям. Понимаете? Потому что старый учитель географии ушел в прошлое. Потому что любой компьютер, любой интернет знает про Джамалунгму примерно в 10 миллионов раз больше, чем старый учитель географии. Он изучил про Джамалунгму на 116-й странице учебника. А ребенок нормальный придет к компьютеру, наберет Джамалунгма Эверест и получит возможность облететь вокруг Джамалунгмы, спуститься вниз к Тибету, узнать про тибетанскую культуру, увидеть картины Рериха, подумать о древних знаниях и так далее, и так далее. А учитель говорит, Джамалунгма, запишите, 8786 метров находится, вот покажи по карте где. Джамалунгма сама по себе никому не нужна. Интересно спуститься с нее и узнать, что в результате образования вот этого всего, Гималаев и вершины Джамалунгмы, появилась тибетанская культура, тибетанская древность, тибетанские тайные знания. То есть все связано со всем. Иначе мы рискуем создать профессиональных кретинов, у которых география, история, искусство, культура, философия – все отдельно. А что такое моя школа? Это география – это место. История – это время, а культура и наука – это наполнение места и времени. Поэтому урок нельзя разорвать. Ну вот вы предлагаете создать школу будущего. Я уже создал ее. Она есть в Челябинске, недалеко от вас. Она уже есть. В одном городе она есть? Ну, в России только в одном. А есть целые страны, которые переходят на мою методу постепенно. Какие качества вы больше всего цените в людях? Гармонию, стремление к гармонии. А в себе какое качество больше всего цените? То, что я просыпаюсь каждое утро, говорю, Господи, спасибо тебе за то, что я понимаю поэзию, люблю музыку, чувствую картины и чувствую красоту. А чем вы любите заниматься в свободное время? Больше всего я люблю смотреть в небо, потому что когда-то Кант сказал, что есть две истины. Это звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. Вот насчет закона нравственного, когда я слушаю музыку или играю, или говорю, он как бы соблюдается. А звездного неба мне иногда не достает. Поэтому я смотрю на звездное небо. У вас есть жизненный девиз? Ум человеческий имеет пределы, глупость человеческая беспредельна. Что для вас наивысшее счастье? Наивысшее счастье – это увидать поколение детей, которые не деформированы, которые сформированы в глубине красоты и в понимании гармонии. Спасибо, Михаил Семенович. Мы надеемся, что как можно больше людей вам удастся настроить на высокую, прекрасную культуру. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.